Здравствуйте. Так, мы вас слышим, вас видим. Ребята ушли на 4 минуты позже, и поэтому давайте 2-3 минутки подождем, а потом уже можно начать. Вот уже некоторые подключились, я вижу, а некоторых я пока не вижу. Давайте 2-3 минутки подождем и начнем. Хорошо. Мгм. Ребята, напишите, пожалуйста, в чате, кто подключился, либо все уже на перерыве. Давайте начнем. Чем раньше мы начнем, тем раньше мы можем закончить. Есть такое правило. Да, но тема будет очень интересная. Я думаю, что ребята даже не захотят, может, раньше заканчивать. Я постараюсь как можно быстрее рассказать о самом важном. Сегодня мы будем говорить, у нас тема будет называться нашего мастер-класса сегодня «Фин-без». То есть, как это можно перевести? Вот кто первый в чате напишет, как это переводится, что это означает «Фин-без». Вот такое короткое название. А потом я открою презентацию. Ага. Рита Михайловна, тогда мы передаем полностью ваши права. Можете начать. Тут у нас кто-то уже с Верхневилюйска помахал. Вот я уже не дождалась и открыла. Так все-таки, может, кто-нибудь скажет, что такое фин-без? Тут, кстати, на обложке нету этого. Видно, да, презентацию? Так, если все готовы, если, в принципе, все слушают, я думаю, что все слушают, было бы замечательно, если вы включили камеры, чтобы я могла вас видеть, чтобы мы могли с вами общаться, хотя бы глазами, визуально, да, как это называется, как это говорится. Итак, ага, в чате что-то есть. Финансовая безопасность. Миша, ты молодец, ты крутой. Финансовая безопасность. Это правильно, абсолютно верный ответ. Итак, что же такое финансовая безопасность? В основном, когда мы говорим про финансовую безопасность, мы говорим о том, как защититься
от мошенников, от тех людей, которые хотят завладеть нашими с вами деньгами. И сегодня, так, мгм. И сегодня я расскажу вам, как распознать мошенника и что делать, если вдруг вас обманули. Потому что вы все равно вырастете. Это уже будет совсем скоро. Вы сами не заметите, как вы станете взрослыми, как вы начнете зарабатывать, и вы, чтобы защитить себя от мошенников, уже сейчас нужно учиться финансовой безопасности. Чем раньше вы узнаете эту полезную информацию, тем легче вам будет в будущем, потому что вы уже будете готовы. Вообще мошенники выманивают деньги и с помощью звонков на мобильный телефон, и с помощью отправки СМС на тот же мобильный телефон. Они могут сидеть в социальных сетях, например, ВК, да, ВКонтакте. Есть еще какие социальные сети у нас? Facebook, Instagram. Вот, они могут сидеть даже в офисах. У них даже могут быть офисы с яркими вывесками. Они могут там обещать, будет сидеть менеджер в костюме, и все будет казаться таким официальным, но на самом деле и такие бывают мошенники тоже. Не всегда они в оборванных штанах, не всегда они в каких-то масках, когда же тут на картинке показано, да, не всегда они выглядят как реальные преступники, возможно, да. Нет. Кстати, мошенники выглядят абсолютно так, чтобы вызвать у человека доверие. Даже когда они звонят на телефон, они разговаривают по имени, отчеству, они не звонят грубо там, слушай, там, отдавай мне свои деньги, там, вот таким грубым образом, да, обращаться. Нет, они говорят, здравствуйте, Иван Иванович. Вот вы знаете, с вашего счета пытаются вот украсть деньги, и мы хотим вам помочь. И Иван Иванович, к сожалению, доверяет этим мошенникам и говорит им всю информацию, о которой мы сейчас будем говорить. То есть мы будем говорить сейчас о том, какую информацию мошенникам нельзя называть ни в коем случае. Итак, давайте разберемся, какие виды мошенничества вообще бывают. Бывают мошенничество с банковскими картами. У любого человека есть банковская карта. У любого. Даже у детей сейчас есть банковские карты. Так, кибермошенничество. Что это такое? Ну, вы, наверное, все знаете, что такое кибер, да? Знаете, что такое кибер? Кибермошенничество – это то мошенничество, которое происходит в цифровой среде, то есть в интернете, в мобильном телефоне, да? Ну, то есть все, что связано с цифрой. Также есть мошенничество на финансовых рынках. И еще есть такие мошеннические организации, которые называются финансовые пирамиды. Вот об этом, вот такие вот виды мошенничества существуют. Как же вообще происходит мошенничество с банковскими картами? Почему мошенникам удается получить деньги людей, да, деньги своих жертв? Хотя ведь банки гарантируют безопасность этих средств и так далее. А все происходит следующим образом, что банк-то гарантирует, он предупреждает своего клиента, он ему пишет в договоре, какие данные нельзя говорить, что вам придет секретный код. Это будет секретный код. Этот код никому нельзя говорить. Это секрет наш банка и ваш клиента. И этот секрет никому нельзя говорить. А мы что делаем? Когда мы, допустим, мы можем одолжить кому-то карту, да? Мы можем одолжить и передать ему пин-код, и отправить секретный код и так далее. То есть, ну, мы как-то вот так вот безалаберно немножко относимся к своей банковской карте. Так этого делать, к сожалению, ну и вообще категорически запрещается. Кому-то в руки отдавать свою банковскую карту нельзя. Давайте разберемся, какие данные нужны мошенникам, чтобы снять деньги с вашей карты. Смотрите, здесь вы видите номер карты. Без номера карты ничего у них не получится. Срок действия карты. Если мошенник не знает срок действия карты, он тоже не сможет ничего сделать с вашей картой. И имя карт-холдер. Это карт-холдер, это переводится как картодержатель. Человек,
который является владельцем карты. Здесь обычно пишется английскими буквами ваше имя. Например, Иванов Иван, да, и будет написано английскими буквами. Вот. И это называется лицевая сторона карты. Вот видите, да, где номер, дата, срок действия и имя. Это лицевая сторона карты. Здесь еще есть место для чипа, потому что здесь еще размещается логотип обычно, да, там пишется, какой банк выпустил, какая платежная система, которая поддерживает эту карту, да. И вот, смотрите, самое главное – это обратная сторона карты. Во-первых, вот тут наверху банк пишет номер телефона горячей линии, по которой нужно позвонить. Когда вы получите на руки карту, обязательно сохраните этот номер, который будет указан здесь наверху. Обязательно сохраните его в свой мобильный телефон. Для чего это мы делаем? Для того, если вдруг мы карту потеряли. Если вы убедились, что вы потеряли ее не дома, а где-то на улице, и вы понимаете, что вы ее не найдете, вы что делаете? Вы звоните на этот номер телефона, который был указан на обратной стороне карты. Звоните в банк и говорите: я хочу заблокировать свою карту. И карта будет заблокирована, и вы не потеряете свои деньги. Почему же мошенникам тогда удается, да? А все вот из этого трехзначного номера, который мы называем CVC или CVV-код. Вот этот трехзначный номер, этот номер, он выдается вместе с картой и действует, пока действует карта. Как пин-код его поменять нельзя. Если он станет достоянием какого-то человека, да, например, мошенника, все, с вашей карты будут сниматься деньги. Он когда захочет, тогда и будет снимать с вашей карты деньги с помощью вот этого трехзначного кода. Потому что все дистанционные платежи происходят именно благодаря вводу вот этого кода в специальное окошко. Вот когда мы осуществляем платеж, нам приходит подтверждение, и там написано: введите CVV-код. И мы вводим этот трехзначный код, и только тогда оплата проходит. Понимаете, да? То есть вот эти 3 цифры никому вообще называть нельзя. Их не надо нигде хранить, их просто нельзя показывать. Когда мы даем карту в руки кому-то, да, мы ее в руки конкретно не отдаем. Желательно, чтобы карта, конечно, была с дистанционным методом оплаты, да, чтобы можно было ее прикладывать. И желательно держать карту так, чтобы если вдруг вы перевернете ее, вот этот трехзначный код, он был у вас закрыт. То есть старайтесь его закрывать. Потому что сфотографировать вы сами знаете, да, какие сейчас есть возможности у телефонов, что за 1 секунду можно сделать там несколько снимков и спокойно потом посмотреть и ввести это все в интернете, и совершить какие-то покупки. Это все элементарно можно. И потом полиция, конечно, его найдет, когда вы напишете заявление, когда вы позвоните в полицию, когда вы напишете заявление в банк о том, что с вашей карты незаконно были списаны средства. Но на это уйдет время. Поэтому постарайтесь заранее предупредить, чтобы не потерять свои деньги. Обязательно вот эти данные и вот эти данные называть никому нельзя. Понятно? Как еще могут вообще украсть мошенники ваши деньги и данные, да? Есть такие мошенники, которые очень продвинутые, скажем так, да, и изобретают разного рода механизмы, что ли, или как это называется, приборы, наверное, так. Наверное, так. Есть банкомат. Вот мы с помощью банкомата мы обналичиваем наши деньги. Мы приходим с картой к банкомату, потому что на карте же они электронные, они просто находятся там в электронном виде. И чтобы получить наличные деньги, нам нужно обязательно воспользоваться банкоматом. Мы приходим к банкомату, и если мы его не осмотрели, мы не проверили клавиатуру, шатается она, не шатается, есть ли какое-то специальное устройство. И желательно не заходить в банкомат, если там кто-то есть. Лучше подождать и находиться в банкоматной комнате одному. Вот так намного безопаснее. И смотрите, они могут установить скиммер и видеокамеру. Видеокамера, как правило, устанавливается там же, когда заходишь в банкомат, там вот такая выемка, да, и вот они наверх устанавливают
камеру, которая считывает пин-код, когда вводит пин-код человек, он просто снимает по видео. И специальную клавиатуру, которая считывает данные карты. Вот и все. И вот видите, как они, да, какие они изобретательные. И в принципе, если это была бабушка, да, допустим, старенькая, и она подошла к банкомату и не осмотрела его, вообще не обратила внимания на какие-то дополнительные приборы или устройства, да, которые были на банкомате. Ну, как она заметит? У нее может плохое зрение там, или она вообще не разбирается в электронике, в технике и так далее. Ей главное, что вот снять деньги с этой. И молодые, кстати, тоже невнимательны. Потому что мы все время в телефоне, все время спешим куда-то, и в спешке вот так вот можем не заметить вот такие важные детали. К счастью, у нас в городе таких мошеннических ну, событий, скажем так, да, не было. Обычно это все происходит в больших городах, поэтому имейте в виду, когда вы поедете в большой город, например, Москву, Санкт-Петербург и так далее, старайтесь пользоваться банкоматами только в офисах банков. Вот, но ни в коем случае ни в торговых центрах, ни тем более там в каких-то переходах, у станции метро там и на улице. Уличными банкоматами мы вообще категорически, ну, как бы не рекомендуем пользоваться, потому что это опасно. Опасно в первую очередь для жизни и здоровья. В кафе или магазине сотрудник злоумышленник. Ну, есть такие непорядочные люди, да, которые устраиваются на работу, чтобы мошенническим путем еще и подрабатывать. Может сфотографировать вашу карту. Поэтому бывает такое, что мы часто видим в кино, да, они принесли счет, открыли, там чек, он взял карту, положил, закрыл, официант забрал эту папочку с чеком вместе с картой, ушел, оплатил, принес. Так делать нельзя. Нужно, чтобы официант принес терминал, вы с помощью самостоятельно, без чьей-либо помощи сами оплатили, взяли чек, все, оплата прошла, вы убедились в том, что сумма на чеке и сумма списания в смс, которая пришла вам от банка, одинаковая, вас никто не обманул, все в порядке, вы можете спокойно отдыхать дальше. Как не попасться? Вот в случае с банкоматами обязательно нужно осматривать банкомат. На нем не должно быть никаких посторонних предметов. Когда мы набираем пин-код, вот так вот нужно закрывать. Вот есть клавиатура, да, и вот так вот рукой мы закрываем и вводим. Не надо этого стесняться. Не надо, от этого зависит безопасность вашей карты в первую очередь. Если вы заметили, что кто-то стоит сзади, что вы делаете? Вы поворачиваетесь и вежливо просите отойти человека на 2 шага назад. Тем более сейчас в период пандемии, социальная дистанция 1,5 метра, да, все как надо. Поэтому это очень удобно, в принципе, для тех, кто пользуется банкоматом. Плюс, когда вам никто не дышит в затылок, очень спокойно можно все операции сделать очень быстро, без ну, не отвлекаться и так далее. Обязательно нужно подключить мобильный банк и смс-уведомления. Для чего? Для того, чтобы сверять. Мы же, мы же осознанно подходим к покупкам, правильно? Вот после вчерашнего нашего с вами мастер-класса вы все уже для себя приняли, что вы будете копить деньги, что вы будете считать свои доходы, что вы будете считать свои расходы. И чтобы как раз вот считать, вести учет расходов, мы подключаем мобильный банк и смс-уведомления, чтобы знать, сколько денег мы потратили. Ой, все очень просто. И если вдруг приходит какая-то смс-ка, и вы находитесь дома, а не в магазине, вы бежите проверять наличие своей карты. Если вы ее не находите, что вы делаете? Ну, как кто первый напишет в чат, что мы делаем, если мы потеряли карту? Самых активных ждут сюрпризы, если что. Так что можете активничать и, пожалуйста, пишите. Да, если мы потеряли карту, что мы делаем в первую очередь? Точно, супер, молодец. Так, и мы никому не сообщаем секретный код из СМС, потому что он
секретный, потому что он предназначен только нам, и никто больше не должен знать. И никогда мы не будем с вами терять карту из виду, никогда мы не будем никому ее передавать в руки и так далее. Да? Если вдруг случилось так, что списались деньги, вот что вы будете делать? Естественно, будем звонить в банк и будем блокировать карту. Мы будем запрашивать выписку по счету, и мы напишем заявление о несогласии с операцией. Мы не согласны, это не я была, это не я платила, это не я была согласна с этой операцией. У меня пропала карта, с этой карты были совершены действия неизвестными мне лицами и так далее. И пишем заявление в полицию. Полиция разберется, кто это был, когда это происходило и так далее. Еще каким бывает кибермошенничество, да? Вот с финансовыми мошенниками мы более-менее разобрались. Теперь остались кибермошенники. Вот кибермошенники это самое такое, наверное, глобальное, что ли, такое вот мошенничество. Потому что вот если брать статистику, да, ребята, то каждый 5-й сайт в интернете, он фейковый. То есть он официальных сайтов и официальных источников информации в интернете на самом деле не так много. Все остальное пространство занимают как раз эти фейковые сайты. Дальше мы с вами будем разбираться, как же отличить. Например, к кибермошенничеству относятся смс-ки или письма на электронную почту от банка со ссылкой или просьбой перезвонить. Но, в чем но? Вроде бы от банка, да, вроде бы но номер телефона, с которого приходит смс или поступает просьба перезвонить по номеру телефона, он не совпадает с номером телефона банка. Поэтому я и вам сказала с самого начала, что вы должны сохранить номер телефона, который указан на карте, себе в мобильный телефон, чтобы знать, какой официальный номер телефона у вашего банка. И чтобы не верить разного рода смс-рассылкам и письмам якобы от банка. Также может прийти смс об ошибочном зачислении средств или с просьбой подтвердить покупку. Например, пишет: ой, я нечаянно закинула на ваш номер 100 рублей. Хотела оплатить свой телефон, а оплатила ваш. Что мы будем делать в этом случае? Мы скажем: хорошо, я верну? Нет. Мы сначала проверим баланс своего телефона и проверим, приходила ли нам смс с уведомлением об увеличении нашего счета на ту сумму, которую указал нам человек в смс. Если нам никаких смс не приходило, и если на нашем балансе та же сумма, которая и была, естественно, мы никому ничего отправлять не будем. И даже отвечать на это смс мы тоже не станем, потому что, как правило, ответные смс, они платные. То есть не все звонки и не все смс-ки, они бесплатные. Вы можете прогуглить и даже посмотреть, что в основном смс-сообщения, они платные. Звонок якобы от банка, и вас просят сообщить личные данные. И смотрите, банку ваши личные данные не нужны. Почему? Все очень просто. Когда вы становитесь клиентом банка, банк от вас получает копию вашего паспорта, вашу анкету, он знает, где вы работаете, он знает ваш номер телефона, вашу электронную почту, ваш домашний адрес, он знает, с кем вы живете, потому что вы там вы пишете и указываете всех лиц, которые проживают с вами на одной территории. И еще плюс ко всему банк получает, например, номер телефона, они говорят, да, если оформляется, допустим, какой-то кредит, то они говорят, дайте номер человека, вашего знакомого, который может подтвердить вашу личность. И банк подтверждает это все, а потом еще и служба безопасности банка вас проверяет там, и так далее. То есть очень много таких нюансов, которых даже вы можете не знать, но банк о вас знает это 100%. И поэтому сотрудник банка никогда не будет вас просить назвать ваши
паспортные данные, он не будет просить вас называть данные карты, и тем более он не станет вас просить называть коды, секретные коды из СМС и трехзначный код с обратной стороны карты, потому что эта информация банковскому сотруднику не нужна. Банк же вам отправляет эти секретные коды, правильно? Правильно. А, Карту вам выдал банк, и номер счета карты у банка тоже есть. И ваше имя, фамилия, отчество, и паспортные данные в банке тоже есть. Что же попросит банк от вас? Как вы думаете? Банк попросит от вас только кодовое слово, которое вы указываете в заявлении. Вы придумываете кодовое слово, то слово обычно придумывается такое слово, которое вы никогда не забудете. И когда вы звоните или в банк, например, ну, сотрудники банка редко звонят, обычно они звонят предложить какой-то продукт, например, карту, кредитка, новый, там еще что-то. Вот. Ну, редко-редко бывает такое, что банки звонят сами. И смотрите, еще могут приходить смски от знакомых, родственников и так далее, что, например, с тем, что вот, наверное, часто вы видели, да, в Инстаграм, там, это был не я, это меня страницу взломали, там, потому что, допустим, у какого-то блогера взламывают страничку и пишут, что я в беде, и мне срочно нужны деньги, пожалуйста, перекиньте мне на счет. И скидывают номер счета или номер карты, и все подписчики, которые есть у этого блогера, они, естественно, все начинают скидываться, отправлять ему, и вот таким вот образом мошенники зарабатывают. А человек потом получает себе негатив и вообще закрывает потом свой аккаунт, над которым он так долго работал и создавал его. Также не стать жертвой кибермошенников. Всегда нужно проверять информацию, нельзя переходить по неизвестным ссылкам, нельзя перезванивать по сомнительным номерам и по тем номерам, которые вам не знакомы, и если они из другого региона. Сейчас мобильные операторы помогают нам понять, откуда звонит человек, и они еще дают понять, что это может быть спам-звонок. Если вам сообщают, будто что-то случилось с родственниками, знакомыми, друзьями, срочно свяжитесь с ними напрямую. Не обязательно верить СМС, да? Нельзя хранить данные карт на компьютере или в смартфоне. Нельзя сообщать никому личные данные, пароли и коды. Необходимо установить антивирус на компьютер себе и своим близким, да, с которыми вы будете проживать вместе в одном доме. Запомните эти простые правила. Так, а теперь самое интересное. Смотрите, какая еще опасность нас ждет в интернете. Я хочу сделать упор на то, что персональные данные и личная информация в интернете – это ваша частная собственность. Вообще персональные данные – это частная собственность каждого человека. И прежде чем публиковать их где-то или передавать третьим лицам, необходимо подумать, стоит ли это делать вообще. Персональные данные охраняет федеральный закон номер 152 ФЗ о персональных данных. Поэтому, когда мы заключаем с кем-то договор, в котором мы передаем свои персональные данные, фамилия, имя, отчество, номер телефона, паспортные данные, мы даем свое согласие. Но не надо забывать, что это же согласие мы можем и обратно забрать. Также, кому и зачем нужна твоя персональная информация? 80% преступников берут информацию в социальных сетях. Они получают ее именно от вас самих, потому что вы в социальных сетях размещаете всю полную информацию о себе. Личная информация используется для совершения таких преступлений, как шантаж, вымогательство, оскорбление, клевета, киднеппинг, хищение и так далее. Поэтому это очень, на самом деле, нужно подходить к этому очень осторожно. И размещать информацию о себе нужно крайне осторожно. При регистрации в социальных сетях используйте только имя или псевдоним.
ну, ник, да, еще он называется. Обязательно нужно настраивать приватность в социальных сетях и других сервисах, чтобы ваши персональные данные, данные номера телефона, они не были доступны. Или закрывайте страничку в Инстаграм, если у вас есть Инстаграм. Не публикуйте информацию о своем местонахождении и материальных ценностях. Не надо хвастаться в интернете, потому что, вот смотрите, мы же смотрим, да, в Инстаграме, что там один миллионер, другой миллионер, этот блогер что-то купила, это что-то купила. Это у них работа такая. Они на этом зарабатывают. А мы простые люди, которые работаем там преподавателями, врачами, менеджерами, да, в принципе, мы блогерством не зарабатываем, поэтому нам нужно крайне осторожно подходить к тому, что как размещать информацию о себе. Потому что у нас нет там службы охраны, да, которая есть, допустим, у Ольги Бузовой. За ней ходят там 3 охранника, 100 сопровождающих, да, все ее материальные ценности находятся под защитой. Она им платит зарплату. Вы сможете платить зарплату охраннику, ходить в безопасности, ощущать? Ну вот просто вот сопоставьте, что может она себе позволить, да, чтобы выкладывать такие фотографии со своей шикарной жизнью, и что можем позволить себе мы. Вот, сможем ли мы нанять себе охранника, чтобы он нас ходил и охранял? Вот. Поэтому хорошо подумайте, какую информацию можем публиковать в интернете. И не доверяйте свои секреты незнакомцам из интернета. Это очень важно. И еще такой, да, момент. Смотрите, все, что попало в интернет, остается там навсегда. Это закон. Фотографии, которые ты выложил вчера, смогут увидеть и послезавтра, и позже, и через 3 года, и через 5 лет, и через 10 и так далее. А, Действуйте сегодня так, чтобы завтра вам не было стыдно. Относитесь к своим социальным сетям так, с огромной ответственностью. Размещайте там полезную информацию. Если вы ведете соцсеть, если вы ведете ТикТок, если вы ведете ВК, если у вас есть Инстаграм, ведите его так, чтобы вам, когда вы вырастете, не было стыдно. Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что даже сейчас, когда вы приходите, например, в банк, банк что делает? Перед тем, как выдать кредит человеку, они проверяют его социальные сети и смотрят, чем человек занимается, действительно ли он так работает, что он делает вообще, как живет. Может, у него страничка полностью там посвящена какой-то, ну, вообще тому, чего не приемлет этот банк, да, допустим, и они могут ему отказать. Даже такой критерий отбора есть. Какая еще опасность в интернете? Фейковые сайты. Вот вы видите, здесь очень плохо видно, но, например, смотрите, вот здесь вот в верхнем окошке, да, самая верхняя строка нашего окна в браузере, здесь выходит название сайта. По идее, должно было выйти или СБР, СБР РФ, да, .ру или онлайн-сбербанк.ру. Вот одно из двух, а здесь цифры. То есть это уже не совпадение, значит, этот сайт фейковый. Также номер телефона, он тоже не соответствует официальному номеру телефона. Допустим, официальный номер вот такой, который в оранжевом окошечке, да, а на сайте указан совсем другой. Плюс они пишут, что Сбербанк может запрашивать пароли для отмены операций Сбербанк онлайн в связи с проведением технических работ на стороне оператора связи. То есть они как бы говорят, что как будто бы Сбербанк может запрашивать разного рода секретные коды. Это неправильная информация, потому что банк никогда не запрашивает пароли для отмены операций. Вы можете, то, что вы физическое лицо не может отменить банковскую операцию внутри, ну, если это касается внутрибанковских операций. Как-то так, ребята. Давайте подведем итог. Что мы делаем? Мы не принимаем поспешных решений. Мы всегда будем проверять с вами информацию. Никогда и никому вы и я не будем сообщать данные своей банковской карты. Мы никогда не будем вкладывать деньги в сомнительные предприятия с якобы высокой доходностью. Это про финансовые пирамиды. Поверьте, если вас будут заманивать в какую-то аферу, например, финансовую пирамиду и так далее, то
Смотрите, а, нельзя таким компаниям доверять вообще, потому что там нет еще ни одной финансовой пирамиды, которая бы вернула 100% деньги своим вкладчикам. Нету ни одной. Если найдете хоть одну, я жду от вас. Если вдруг вот вы найдете такое, то я жду, и от меня будет вообще личный подарок. Если вас обманули, обращайтесь в полицию. Не надо идти к друзьям, знакомым там и так далее, да, сразу нужно идти в полицию. А здесь контактные данные Банка России, потому что мы вчера об этом говорили, да, что есть очень умный портал по финансовой грамотности, который называется Финкульт.Инфо. И есть очень полезный сайт, который веду я, это fingramyakutia.ru. Спасибо большое, ребята, за внимание. У меня все. Ага. Есть Спасибо, вопросы? Рита Михайловна. Ребята, мы по якутскому времени сейчас 17:22. Мы сейчас предлагаем нам всем уйти на минут 18, давайте так договоримся, на минут 18, чтобы ровно в 17:40 по якутскому времени, через 18 минут подключаемся к онлайн-экскурсии в музее. Мы сегодня отправляемся на третью экспозицию музея «Моя история». Идем, Здорово. отдыхаем. Спасибо, Рита Михайловна. До новых встреч. Спасибо, до свидания. До свидания.